Меня зовут Азамат Байматов, мне 29 лет, я профессиональный футболист, родился в городе Ош. Этим надо жить каждый день. Нужно посвятить все свое детство, работать над собой каждый день. Если ты хочешь стать достойным футболистом, по крайней мере в нашей стране, ты должен жить этим. Поэтому вопрос времени, он требует максимума, больше даже свободного времени. Именно в Бишкеке, я не знаю, может в районе $500, может быть $1000. Многие играют за границей, в том числе и я, последние уже лет 5 уже там играл. Поэтому я не могу сказать конкретно, сколько здесь зарабатывают, но в среднем $500–1000. Мне нравится радовать наших болельщиков. Когда ты побеждаешь, ты видишь уже после в соцсетях, как тысячи, которые радуются так искренне. Это действительно дорого стоит. Этим нужно жить. Ради таких моментов мы живем. Эмоции, которые бывают негативными после неудачных матчей, травм. И я очень эмоциональный человек, поэтому и радуюсь одинаково эмоционально, и принимаю тоже действительно очень близко. Самое главное, хорошо, что у нас есть куда стремиться. В нашем футболе многое что хотелось бы поменять, так как когда ты живешь, играешь за границей, хочешь все это, чтобы у тебя было в стране. Поэтому перспектива у нашей страны есть. Я считаю себя успешным, но я, наверное, еще больше хотел бы быть успешным после окончания карьеры, потому что вижу, что нужно что-то менять именно в футболе. Мамой, прежде всего, она мой мотиватор. Это тот человек, который всегда тебе скажет правду, какая она была бы не больной. Потому что сейчас многие хотят тебя только угодить тебе, быть на твоей стороне, поддержать тебя. А я больше люблю критику. Мама всегда будет на твоей стороне, и она только тебе может сказать правду. Как бы это было ни тяжело, ты должен сделать правильный вывод. Верить, как я верил. Я не родился Роналдо или Месси. Я был обычный парень, который пинал мячик во дворе. 15-16 лет я развил свой талант. Представляете, это когда уже заканчиваешь школу. Поэтому надо верить. Было тяжело, будет тяжело. То есть это следующему поколению. Надо верить, биться за свою, в поиске лучшей жизни, в поиске любимой работы. Если это твое, если ты прислушаешься к сердцу, у тебя получится, нельзя сдаваться. Я бы хотел, чтобы люди стали немножко добрее. Пожив 5 лет уже за границей, в таких странах, как Бахрейн, Эмираты, Индонезия, Малайзия, Европе, у нас очень много желчи в людях здесь. Мы друг друга ненавидим. Это мое сугубо личное мнение. Я бы хотел, чтобы люди относились друг к другу добрее. Развиваются. Каждым разом прилетаю, вижу что-то новое. Дороги новые, светофоры, камеры. Что-то есть позитивное больше, чем негатива. Единственное, хотелось бы, чтобы люди немножко начали ценить свою жизнь и использовать ее в правильном русле. Это не остановить. И не надо. Почему? Потому что все, что мы приобретаем, знания, воспитание, все что угодно именно в Кыргызстане, к сожалению, этого недостаточно. Мы должны двигаться в ногу со временем. То есть, условно, если я был бы
все время жил бы, играл бы здесь, я бы здесь сейчас не сидел. То есть надо искать себя в жизни. Это не только спортсмены, они правильно делают, но важно понимать, если ты улетаешь, ты должен понимать, что ты летишь за опытом, который ты должен потом посвятить этой своей стране. Это мировая практика, поэтому я ничего не могу сказать, я наоборот поддерживаю те, которые хотят развиваться. Так будет правильно звучать. Дисциплина, ответственность. Сейчас все условия созданы для того, чтобы, по крайней мере, прорекомендовать себя. В наше время этих условий не было. Поэтому в любой области нашей страны есть академии, есть футбольные центры. Если есть талант, почему бы не развить в нем новых звезд Кыргызстана? Гол в ворота, наверное, Макао, потому что это был такой важный момент для меня. Потому что я снова вернулся в сборную. Моя работа, которой я был все эти годы и по сей день верным, отблагодарила меня. Стадион обязательно построят, но вопрос когда. Многие думают, что стадион это просто для футбола. Здравомыслящий человек, он построит не просто построил стадион и все, нет. Он построит спортивный комплекс, в котором включать не только футбол, и там 20, хочешь 30 видов спорта, в том числе и спортивная медицина и так далее. То есть мы должны к этому уже должны были прийти, но еще не пришли. А другие уже давно живут этим. Вообще, с детства у меня не было никакой привязанности к каким-то номерам. Какой давали, такой играл. В Европе 24-м почему-то был. 8-м номером первый раз чемпионом стал. И 4-м, где вроде дебютировал в сборной. Но просто в каждого футболиста приходит какой-то иной момент, когда ты почувствуешь, что твое время пришло. Мне улыбнулся этот номер. Он был свободным. Я за него даже не бился. Он был просто свободным. И потом еще мама мне сказала, по чисто случайному обстоятельству, что я, оказывается, еще в 7 утра родился. Этот номер стал для меня счастливым. Я очень люблю критику. Критика она разная. Бывает, пишут необдуманно, бывает, правильные вещи пишут. У каждого футболиста бывает время, когда наступает как взлеты, так и падение, да? Как раз это вот второе. После травмы, после всего. И слушая критику, анализируя, ты должен всегда искать причины в себе. Почему это все происходит, делать правильные выводы. Насколько ты сильный, насколько ты справишься, насколько ты к этому готов, насколько ты хочешь снова играть и почувствовать те эмоции, которые я говорил прежде. Поэтому все нормально, будем работать над ошибками, будем набирать форму. Конечно, слышно, особенно в домашних матчах. Потому что за тебя болеют в первую очередь твоя семья, твои родные голоса. Я, допустим, не обращаю на это внимания, потому что я живу игрой 90 минут, а потом уже можем поблагодарить наших болельщиков за их старания, за их поддержку. Это надо развивать в себе. Это надо уметь держать себя, это надо больше читать книжки, надо изучать психологию, потому что это твой хлеб, это твой заработок. А вот такой вопрос задают. Как раз вот вы. Был и буду реалистом. Надо вещи называть своими именами. Тогда ты будешь, по крайней мере, честен с собой. А моим огромным желанием, мечтой именно в футболе, именно в сборной Кыргызстана у нас в стране, была мечта попасть на Азию. Но теперь мы хотим попасть в топ-12. Это в топ-12 лучших команд Азии. Это реально.
после Азии мы немножко расслабились, и вот Худжант нас не простил. Поэтому надо делать вывод над ошибками и дальше работать. Только так, через критику, через самоосознание, через вот эти вещи, саморазвитие, только, как наш тренер говорит, рога в землю и пахать. Пахать и пахать. Такой компактный стадион, там вместимость даже пусть будет 15-20 тысяч человек, да, с хорошим современным полем. Вот этого сейчас нам просто не хватает, как воздуха не хватает. Поэтому в этом аспекте болельщики должны поддерживать нас, да? То есть они знают, они видели, что мы показываем хороший футбол. И вера, та, которая у них есть, она не должна уходить. Поэтому только, опять же, все вместе мы можем снова побеждать и быть конкурентоспособными в Азии.